Главные события уходящей среды 18 декабря в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы. Уже завтра глава Якутии огласит традиционное послание Государственному собранию Илтуменам. Наши корреспонденты вспоминали, каким было послание прошлого года и чего удалось достичь. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» подвел итоги уходящего года. Курсанты центра планируют применять полученные знания на практике. Ну а тем временем молодые медики Ленска получили подъемные средства. Районные власти всячески стараются поддерживать новоявленных специалистов. Билет в будущее. В Якутске тем временем подвели итоги программы ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы. Ну а в Нерюнгринском районе в преддверии Нового года проходит ставшая уже традиционная акция «Елка добра». Уже завтра, 19 декабря, глава Якутии огласит послание Государственному собранию Илтумен. Это ежегодное событие, которое обозначит стратегические направления развития республики и определит основные векторы деятельности. О том, каким было послание в прошлом году, вспоминала Сыргалана Неустроева. В прошлом году выступление главы длилось почти час и 20 минут. За это время Айсен Николаев объявил результаты работы как правительства республики, так и подконтрольных ему ведомств и организаций. Так, речь главы условно можно поделить на несколько тем: социальное, образование, здравоохранение, экономика, промышленность, туризм. Условно, потому что все они так или иначе взаимосвязаны, и потому что традиционно выступление сообщается о введении новых механизмов развития региона. Речь идет, конечно же, о, пожалуй, самом ожидаемом моменте объявления следующего года. Как вы помните, этот был объявлен годом детства. Его главным направлением стало укрепление как психологического, так и физического благополучия каждого ребенка. В работу были запущены региональный аналог Пушкинской карты «Карта юного жителя Якутии», проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата» и детский телеканал «Токку». Была продолжена и политика поощрения одаренных ребят. Глава Якутии учредил премию для победителей и призеров всероссийских олимпиад по 500 и 100 тысяч рублей. Кроме того, правительство совместно с муниципалитетами организовали профессиональное обучение старшеклассников с предоставлением образовательного сертификата на 20 тысяч рублей. Учредили сертификаты в размере 50 тысяч рублей на компенсацию оплаты учебы выпускников школ из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального образования. Прозвучали и поручения, к примеру, увеличить надбавки молодым педагогам с 3-летним стажем до 75% и сократить уровень бедности в регионе. К слову, за 5 предыдущих лет из зоны бедности в Якутии были выведены 34 тысячи человек. И еще за 5 лет преодолеть эту черту должны не менее 70 тысяч. Но и это не все. Поручения, в числе прочих, коснулись сфер туризма и местного производства. Так, в этом году ведомства работали над увеличением туристического потока в регионе и, соответственно, над созданием соответствующей инфраструктуры, а также над формированием новых рабочих мест и обеспечением качественными, а главное местными продуктами социальных учреждений. Результат эффективности работы консолидированного правительства будет озвучен уже скоро. Впрочем, каждый якутянин сам для себя отметит изменения в жизни. Я же хочу остановиться на том, с чем мы встретили уходящий 2024 год. В 2023 году в Якутии продолжительность жизни впервые достигла 73,5 лет. Ожидается, что к 2030 году этот показатель будет выше на 6,5 лет. Год назад уровень безработицы снизился до исторического минимума – 5,6%. Также было объявлено и об усилении лидирующих позиций республики в экономике Дальнего Востока. Валовый региональный продукт за 2023 год оценили в 2,3 триллиона рублей, а его реальный рост составил 3,5%. Якутия стала первым регионом в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период, и это учитывая беспрецедентный объем санкционного давления не только на республику, но и на всю страну. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом, подчеркнул Айсен Николаев.
Мэр Якутска Евгений Григорьев провел ежегодную итоговую пресс-конференцию. Журналистов волновали вопросы, которые связаны с ремонтом дорог, повышением стоимости проезда в маршрутных автобусах, также узакониванием несанкционированного пляжа на 203-м микрорайоне. Больше всего собравшихся волновал вопрос автобусной реформы. Как отметил глава городского округа, жители жаловались на переполненные автобусы, в том числе и 5-го маршрута, но за счет увеличения машин количество жалоб сократилось до нуля. Мы завершаем 2024 год. На территории города Якутска в 2024 году проведен колоссальный объем работы с точки зрения развития социальной инфраструктуры. Вот мы находимся с вами в стенах новой школы 29-й. Это 8100 квадратных метров, готовые в ближайшее время официально открыться и радовать наших детей. В целом, по поставленным задачам президентом страны, сформулированным в мастер-план города Якутска, мы движемся согласно утвержденным планам. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» подвел итоги уходящего года. Во время обучения курсанты проходили обучение по огневой, инженерной и тактической подготовке, а также основам пилотирования БПЛА и многому другому. На подведении итогов побывала Вероника Таюрская. Филиал Центра «Воин» в Якутске открылся в апреле 2024 года, а уже сегодня курсанты совместно с инструкторами подводят итоги первого года работы. На торжественном закрытии министр образования Нюргуна Соколова, а также исполняющий обязанности министра по молодежной политике Игорь Юргин вручили благодарственные письма отличившимся. Сейчас официальное закрытие и подведение итогов года, но тем не менее работа продолжается. Соответственно, до конца года еще запланированы наши учебные мероприятия, заключены договора с учебными заведениями. То есть работа будет идти вплоть до окончания года. С момента открытия филиала Центра «Воин» в Якутии прошли обучение свыше 2000 девушек и юношей. По всей России Центр «Воин» подготовил более 40 тысяч курсантов и 400 инструкторов. Всего по нашим программам в этом полугодии прошли обучение 539 курсантов. Это 2 школы города Якутска, а также средние образовательные организации. Якутский педагогический колледж, автодорожный техникум, финансово-экономический колледж, университетский лицей и 21-я школа. Также еще был курс СОЖ номер 3 города Вилюйска. Обучение курсантов Центра «Воин» проходит по таким направлениям, как основы национальной безопасности России, огневая подготовка, инженерная подготовка, тактическая подготовка, организация связи, основа пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры. Подготовка у нас была очень-очень продуктивная. Занятия проходили очень плодотворно. Мы получили нужный для нас опыт и знания. Инструктора все поделились с нами своим опытом и знанием. Курсанты планируют применять полученные знания как на практике во время прохождения срочной службы в рядах российской армии, так и в мирное время. А пригодится это нам в будущем, так как мы на данный момент юные защитники нашей Родины, защитники Якутии и в том числе России. Центр «Воин» развивает не только подготовку, тактику, подготовку боевую, он развивает дисциплину и патриотизм к Родине развивает. Его надо не только в школах, но и вообще во всех учебных учреждениях, где только это возможно, так как это очень полезно. Напомним, Центр «Воин» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Его работа направлена на патриотическое воспитание и военно-спортивную подготовку школьников и студентов. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В Ленском районе уже на протяжении нескольких лет остро стоит проблема нехватки кадров в здравоохранении. Решает ее главный врач. Разработана и программа по их привлечению на уровне района. Прибывшие в него медики получают подъемные. Им предоставляется служебное жилье или же производится оплата съемного. В этом году, например, социальная выплата составляет 1 000 000 рублей. Ее уже получили 4 прибывших в район медика. На сегодня все эти специалисты приехали, 4 специалиста по линии здравоохранения. Сертификаты на сегодня выданы и выплачены. Кроме этого, мы решаем вопрос не только материального стимулирования для приезжих, но и имущественный. Это предоставление квартир. Сегодня рынок вторичного жилья он забит, скажем так, он в дефиците, его не хватает. Но, тем не менее, мы сегодня порядка 7 квартир предоставили медикам. И в этом году у нас в рамках программы
управления имуществом оторговали ему строительство 37-квартирного дома. Вышел подрядчик. Надеемся, что к концу следующего года мы этот объект постараемся завершить. И это позволит нам решить вот как раз нехватку кадров. Регистрация брака на Ленских столбах, знак отличия семейной доблесть, единый номер голосового ответа и новое здание ЗАГСа в Намском районе. Это и многое другое достижение озвучили на торжественном собрании в честь Дня образования органов ЗАГС в России. Год семьи и детства управление отмечает динамичностью и результативностью. За 11 месяцев этого года в Якутии родилось около 10 тысяч детей. Брак зарегистрировали около 4,5 тысяч новых семей. Завершилась и работа по цифровизации и визуализации всех актовых записей, которые зарегистрированы в республике за все время работы управления ЗАГС. Наши программисты сделали не только автоматизацию, но и визуализацию всех данных на дашборде. То есть вся ситуация по регистрации актов гражданского состояния, она ежемесячно у нас визуализируется. Надеюсь, что это будет способствовать принятию управленческих, в том числе, решений. У нас сейчас в разработке виртуальный консультант по вопросам ЗАГС в режиме 24/7 будет давать вопросы на ответы. Этот виртуальный консультант с помощью искусственного интеллекта. Также состоялся и обучающий семинар совещания. На нем обсуждались особенности государственной регистрации актов гражданского состояния информационного ресурса ЗАГС, проведен обзор судебных практик за первое полугодие этого года, даны разъяснения по внесению исправлений и изменений в записи актов и регистрации заключения браков. Также присутствующие обсудили предстоящие в следующем году изменения в госпошлину. Например, за расторжение брака по решению суда сейчас стоит 650 рублей, а после Нового года он будет уже на 5000 рублей. Вот. Еще есть перемена. За перемену сейчас граждане платят 1600 рублей, а после Нового года будет опять же 5000. И за каждое меняющееся свидетельство 500 рублей. Те, которые работали с опытом, сотрудники много лет, являемся наставниками для новых специалистов. По видеоконференц-связям мы их учим, особенности разъясняем. Легендарному якутскому шеф-повару Иннокентию Тарбахову вручили копию именного алмаза ювелирного качества, добытого компанией «Алроса» 14 марта этого года. Вручение состоялось на торжественном собрании, которое посвятили 80-летию мастера, повара и его деятельности. Подробности в сюжете далее. «Алроса» продолжает традицию наименования особо крупных ювелирных алмазов в честь выдающихся якутян, которая была начата в далеком 1959 году. Так, в этом году «Алроса» присвоила имя легендарного шеф-повара республики Иннокентия Тарбахова крупному алмазу ювелирного качества весом 73,16 карат. Мы не знали, вот поэтому такая радость была, конечно. Это же точно человека увековечить. Очень благодарна руководителю «Алроса». Множество якутских блюд, таких как саламат, а также авторских рецептов, включая салат индигирка и пирожки сандалы, стали известны благодаря Иннокентию Тарбахову. Свою карьеру он начал в столовой села Нам, где о вкусах его блюд до сих пор слагают легенды. Документальный фильм о начале карьеры, о том, как мальчик, воспитанный в детдоме, посвятил свою жизнь возрождению и популяризации якутской кухни, представили зрителям на торжественном собрании. Где он бы находился, всегда он смотрел, учился и внедрял то, что он видел в жизнь. Не чурается, как у нас среди якутов говорят, от черной работы. Именно он со всеми поднимает все эти тяжелые чаны. И он не гнушается лепить простые пельмени, резать хлеб. То, что наша кухня стала искусством высокой культуры, это целиком его заслуга. По указу главы Якутии Айсена Николаева, весь 2024 год ознаменован юбилейным годом Иннокентия Тарбахова. Так, в течение года проходил цикл мероприятий, юбилейных фестивалей, кулинарных конкурсов и других значимых событий.
Деяний нашего Иннокентия Иннокентьевича – это, конечно, педагогика, потому что на самом деле он учитель всех кулинаров республики, потому что у него более 50 лет опыта, не только в Намском педагогическом училище, но и тут, в Якутске, в кооперативном техникуме. Он очень долгие годы работал и воспитал действительно целую плеяду якутских кулинаров, которые сегодня развивают и продвигают нашу национальную кухню не только в Якутии, но и по всему миру и стране. Также с этого года объявлен ежегодный республиканский конкурс по поварскому делу имени Иннокентия Тарбахова. А в день торжественного чествования юбиляра собрались все его близкие, родные и друзья. Вся республика гордится и уважает первого якутского шеф-повара, который возродил, наполнил и сохранил культурное наследие и традиции народа через кулинарию. Марферина Алексеева, Айлита Махно, Якутск. В преддверии Нового года в Нерюнгринском районе проходит ставшая уже традиционная акция «Елка добра». Об этом и о многих других интересных событиях района расскажет мой коллега Иван Лазаренко. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях Нерюнгринского района на этой неделе. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Приближаются новогодние праздники, и особое внимание уделяют местам проведения мероприятий, предполагающих массовое пребывание людей. Огнеборцы проводят учения с целью отработки оперативного плана пожаротушения и схемы эвакуации людей, взаимодействия пожарного подразделения с администрацией учреждений. Накануне на место условного пожара в городской центр культуры пожарные и службы оказания неотложной медицинской помощи прибыли за считанные минуты. Незамедлительно начались работы по обнаружению очага возгорания, тушению и оказанию помощи пострадавшим. В рамках отработки вопросов пожаротушения было создано 4 боевых участка. Производилось тушение со стороны зрительного зала, со стороны прилегающих помещений к сцене и также тушение и защита конструкции на уровне колосников. Задействовано в пожарно-тактических учениях было 8 единиц пожарно-спасательной техники, 32 человека личного состава. На тушение было подано 7 стволов ручных и 1 лафетный ствол со стороны зрительного зала. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных сил условный пожар был ликвидирован. На подведении итогов проведенных учений было отмечено, что цели, поставленные перед личным составом, были достигнуты. В преддверии Нового года в Нерюнгринском районе проходит ставшая уже традиционной акция «Елка добра». В фойе районной администрации установлена новогодняя зеленая красавица, украшенная открытками с именами детей, участников специальной военной операции. Принять участие в акции может каждый желающий. Это, наверное, пожалуй, самая главная елка на территории нашего района, потому что это елка добра, на которой висят открытки с именами детей, участников специальной военной операции. Вот поэтому мы для себя такое решение приняли, что пока их отцы защищают интересы нашей Родины на полях специальной военной операции, мы здесь постараемся, приложим все усилия для того, чтобы сделать детям максимально новогоднее настроение и вручить те подарки, которых они так ждут от Деда Мороза и Снегурочки. Ну а в детском специализированном доме социального обслуживания в поселке Серебряный Бор также наступает время чудес. Несколько недель назад воспитанники записали видео о своей мечте, и сегодня она исполнилась. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей. Их список очень большой. Без вас наша мечта, наверное, бы не в такой короткий срок осуществилась. Мы объявили сборы, и в течение 3 дней мы собрали половину суммы. Пусть все добро, которое вы для нас сделали, жители Нерюнгринского района, компании Нерюнгринского района, руководители с Министерства труда и социального развития, возвратятся к вам 100 раз больше. Есура. Такую кличку выбрали новому члену семьи в детском доме. Ее появление – важный шаг в развитии учреждения, направленный на создание наиболее благоприятной атмосферы для воспитания и развития детей и вклад в их счастливое детство. Новый год всегда особенный праздник, который не только дарит радость, но и хранит память народа и обычаи предков. Люди, рожденные в советские времена, испытывают ностальгию по прошлому, особенно в предновогодние дни. И Нерюнгринский музей в связи с этим по традиции подготовил интересную предновогоднюю программу для жителей и гостей района. Советские экспонаты в музее позволяют заглянуть в прошлый век и увидеть, как этот праздник отмечали в СССР. Воссоздали образ квартиры городской, которая готовится к встрече Нового года. Также у нас проходят
активно мастер-классы, в которых участвуют все школы практически Нерюнгринского района по изготовлению новогодних игрушек. Еще одно мероприятие, очень важное для нас, 5-й раз будет проводиться онлайн-битва елок, которая пользуется большой популярностью у жителей нашего города. На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий и о самых значимых из них продолжим рассказывать на канале Якутия-24. Итоги проекта «Билет в будущее» подвели в Якутске. Это всероссийская программа ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы. С 2021 года оператором проекта в республике выступает Центр опережающей профподготовки. Именно его специалисты работают с учебными учреждениями по всей республике, в том числе и в арктических районах. Отмечу, что через проект ежегодно проходят десятки тысяч школьников республики, и возможность стать непосредственным участником проекта предоставили и педагогам. Так, в рамках подведения итогов специалисты прошли через механизмы, которые помогают учащимся определиться с будущей профессией. И сегодня внесем предложение с участием нашего министра образования и науки. Предложение по рейтингу, во-первых, образовательных организаций и управления образования, как мы будем оценивать их действия в профориентации. Также мы сегодня готовим большие предложения для включения больших предприятий в профориентационную деятельность на территории нашей республики. В эти дни мирнинская молодежь прошла интенсив по блогингу и журналистике. Благодаря ускоренным курсам ребята научились создавать качественный контент, вести блоги и паблики, а также работать с камерой. Более подробно смотрите далее. Для молодежи Мирнинского района предоставилась уникальная возможность получить ценные знания и практические навыки в области медиа, онлайн-занятия и очные интенсивы по эффективному ведению пабликов, корреспонденции, видеоблогингу, монтажу, операторскому делу организовал районный комитет молодежи. Собрали всех участников со всего района, провели небольшие онлайн-занятия, дали задания, и по итогу у нас получилось. В городе Мирном собралось сейчас 51 человек, который развивается в сфере медиа, получает базовые навыки, и в конце мы хотим сформировать молодежный медиа-журнал, медиа-актив, который будет формировать молодежную повестку в области медиа в нашем районе. Также мы выйдем и на северные площадки, там отдельно тоже проведем занятия, обучим направлению медиа и сформируем актив на тех площадках. Во время курсов приглашенный тренер учил ребят красиво снимать и монтировать видео, вести паблики в соцсетях и писать интересные тексты. Даю им базовые вещи, которые помогут им информативно рассказывать о том, что происходит. А в Мирнинском районе много что происходит. Мне очень хочется, чтобы та информация, которую ребята размещают в соцсетях, она была интересной, яркой, лаконичной, емкой, так как полагается настоящим медийщикам. Вот. Ребята все очень заряженные. Светлый, Чернышевский, Мирный. Мне очень хочется верить, что после нашего мастер-класса ребята разъедутся по своим домам, поделятся своими знаниями с другими ребятами. И будет такой, знаете, как такой эффект информационной хорошей волны, когда ребята будут понимать, как правильно работать с информацией, как делать свое медиапространство экологичным. Медиашкола стала не просто образовательным проектом, а настоящим центром притяжения для молодежи, которая стремится к самовыражению и развитию. Это важный шаг к созданию активного, инициативного и креативного поколения, способного внести свой вклад в жизнь района. Ведь благодаря бесплатным курсам участники в будущем смогут стать голосом района и рассказывать жителям о местной медиаповестке. Анна Васильева, Мирный. За последний год 46% россиян повысили уровень своих доходов, 49% научились ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок до года и более. Такие результаты показали второй замер индекса финансовых достижений исследования ПСБ «Благосостояние». Об инструментах управления личными финансами узнаем из следующего сюжета. Кэшбэк, бонусные рубли, баллы или накопительные программы. Все больше людей стали использовать эти способы экономии денежных средств. В нынешних экономических условиях большинство жителей Якутии выбирает сберегательно-накопительную модель управления финансами, которая позволяет в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. У жителей нашей республики в этом году приоритетными банковскими продуктами являются именно вклады и накопительные счета.
мечта. Как раз-таки именно поэтому накануне Нового года ПСБ банк запустил для всех своих клиентов, для участников зарплатного проекта, для наших уважаемых дорогих пенсионеров и для всех держателей дебетовых карт новые сберегательные продукты с доходностью выше, чем действующая ключевая ставка Центрального банка России. И эти банковские финансовые инструменты как раз-таки пользуются наибольшим спросом. Банк для меня сейчас интересен своими специальными предложениями. Они предлагают высокие проценты по вкладам, по инвестиционным проектам. Сотрудники банка всегда приветливые, вежливые, помогают в выборе, подробно объясняют и помогают в выборе принятия персонального решения. И именно банк ПСБ предлагает такой интересные проценты, и уставный капитал банка принадлежит государству. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд. Сотрудники банка подбирают и предлагают оптимальные персональные финансовые модели, ориентируясь на запросы и возможности клиентов. В ПСБ зарплатные клиенты могут выбрать одну из двух программ лояльности. Первая – это начисление процентов на остаток по карте. Она пользуется спросом у той категории клиентов, которые предпочитают копить. А вторая программа – это начисление бонусов в рамках программы кэшбэка. Кэшбэк в ПСБ – это бонусные рубли. Они подлежат обмену на реальные деньги. Получить их можно на любой счет или карту, которую клиент открыл в ПСБ. Пользуется спросом недавно запущенная банком программа долгосрочных сбережений. Она предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан, а также специальный налоговый вычет. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфирах.